В истории общественно-политической мысли Башкортостана значительное место занимало идеологическое течение булгаризма. К числу авторов, писавших в русле данного дискурса, относились такие уроженцы башкирской земли, как Мулла Батыршах Алиев, богослов Таджаддин Илчигулов, поэт и суфийский шейх Мухаммад Али Чукури. Что же такое булгаризм? Какое отношение имеет город Булгар к Башкортостану и каково содержание данной идеологемы? Сознанием людей правят нарративы, то есть тексты. Поскольку любой текст субъективен, часто он представляет собой ту или иную форму мифа – социального, исторического или религиозного. Власть нарратива порой бывает тотальной. В недавнем прошлом пример подобного могущества являл собой нарратив о классовой борьбе угнетаемых против угнетателей, сформулированный Марксом и Энгельсом. В более отдаленном прошлом нарративы о Святом Граале и освобождении гроба Господня стал идеей фикс крестовых походов. В Башкортостане до советского периода существовали собственные нарративы. Один из них – булгаристский миф, положивший начало целой идейной традиции, в которой, как во всякой идеологеме, смешались воедино правда и вымысел. В данной программе мы попытаемся отделить первое от второго. Булгаризм представляет собой идейное течение среди российских мусульман, прежде всего мусульман Урала-Поволжья, сформировавшееся в XVIII веке, достигшее расцвета в XIX и сохранявшее некоторое влияние вплоть до XX века. Течение это базируется на идее того, что все тюркоязычные мусульманские народы Урала-Поволжья объединены общей религиозной традицией, восходящей к раннеисламским временам, и, соответственно, образующие особый сегмент мусульманской общины, мусульманской уммы с собственными сакральными центрами, с собственной непрерывной религиозной традицией и с собственной историко-религиозной субъектностью. Действительно, мусульмане Урала-Поволжья должны были чувствовать свое отличие от остального исламского мира, благодаря очевидному факту подданства иноверной православной монархии в лице московского царя. Этот диссонирующий с точки зрения средневекового религиозного сознания факт сглаживался чингизизмом, для которого конфессиональная принадлежность суверена не имела решающего значения. Не случайно после взятия Казани царь Иван IV был признан населением бывшей Орды белым падишахом и даже Чингизовым сыном, хотя на самом деле был потомком темника Мамая. Случилось то, что евразийцы называли переездом ханской ставки из Сарая в Москву, последовавшим вслед за тем, как русский улус Золотой Орды собрал под своей властью остальные части Батыева царства. Однако пришедшая к власти династия Романовых изменила вектор развития страны, сделав ставку на вестернизацию и, соответственно, отказ от прежних государственных традиций. Одним из следствий этого разворота стали религиозная нетерпимость и высокомерие по отношению к исламу и другим конфессиям, проистекавшие из сознания превосходства европейской цивилизации, к каковой причисляла себя российская элита, начиная с Петра I. Можно ли что-либо определенное сказать о времени и месте возникновения булгаризма? Первый документ, достоверный, известный и излагающий основные элементы булгаристского мифа, это воззвание Батырши 1755 года. Вот в этом воззвании он очень коротко, очень конспективно все вот эти составные части булгаристского мифа, что Булгар издревле центр ислама, что булгары распространяли ислам для окружающих народов, что народы Урала-Поволжья, исповедующие ислам, едины в своих культурных особенностях и должны быть едины в политических устремлениях, все это одним абзацем высказано Батыршой в рамках его воззвания. То есть ранее середины XVIII века каких-либо свидетельств существования булгарской идентичности в каком бы то ни было регионе Урала-Поволжья их просто-напросто на сегодняшний день нет.
Ахунд сибирской дороги Башкирии по имени Батыршах Алиев, возмущенный политикой христианизации, призвал башкир, мещеряков, казанских мусульман и казахов к священной войне джихаду. Однако на его призыв откликнулись только первые. Силы были неравными, и восстание вскоре было подавлено. Интересно то, как эти события преломились в сознании властей, издавших высочайший указ от 5 декабря 1767 года оренбургскому губернатору с разъяснением, что последний башкирский бунт 1755 года был основан на том, что башкирцы, называя себя не инако как болгарами, под сим именем просили себе протекции у Отаманской порты. Мираж общемусульманского восстания не на шутку обеспокоил правительство. Императрица Елизавета Петровна повелела прекратить гонения на ислам, а Екатерина II не только признала его в качестве одной из легальных конфессий империи, но и учредила в историческом центре Башкирии Уфе Оренбургское Магометанское духовное собрание во главе с муфтием. После этого шага булгаризм утратил свой протестный заряд, превратившись в абсолютно лояльный к власти придержащий нарратив, поскольку мусульманское духовенство обрело желанную свободу вероисповедания. Каково основное содержание и программные тексты булгаризма? Программным текстом булгаризма является анонимный труд, который называется «Таварих и Булгария», и который приписывается Хисам ад-Дину ибн Шараф ад-Дину Муслими. Внутри самого текста, в его преамбуле, он датирован 1550 годом по христианскому летоисчислению, и сочинение его, согласно самому тексту, было вызвано требованием неких булгарских старцев к Хисам ад-Дину ибн Шараф ад-Дину изложить события давней и недавней истории Урала-Поволжья. При этом сам памятник, сам текст отражает реалии не XVI века, он отражает реалии не ранее, чем 80-х годов XVIII века. То есть сеть поселений, имена религиозных деятелей, природа религиозных дискуссий и так далее. Все это позволяет уверенно датировать памятник, если не последней не последней четвертью XVIII века, то вообще первой четвертью XIX. Он заявляет, что центрами исламизации региона были сначала Булгар, затем его преемник Казань, и что, собственно, основным религиозным, интеллектуальным, культурным центром российских мусульман, то есть жителей Казанского уезда, которых он никак не называет мишарей, башкир частично, должна быть именно Казань, и, соответственно, он утверждает такой казаноцентричный взгляд на ислам в Урало-Поволжье и утверждает, по большому счету, позиции лояльных царской власти казанских улемов конца XVIII века. Отправной точкой булгаризма был сюжет о сахабах, то есть сподвижниках пророка Мухаммада, якобы отправленных последним в Волжскую Болгарию для обращения ее жителей в ислам. Идея о том, что волжские булгары были восприемниками пророчества от людей, непосредственно знавших Мухаммада, ставила духовенство Казанского края в глазах других мусульман Урала-Поволжья и Сибири в исключительное положение, чем последние не преминули воспользоваться, став своеобразной жреческой кастой, когда ислам в Российской империи благодаря башкирским восстаниям был полностью легализован. Есть ли историческая основа в мифе или легенде о сахабах в Булгарии? Сам этот сюжет и сама его фактическая основа лишена всяких исторических оснований, прежде всего потому, что во времена пророка Мухаммада город Булгар на Средней Волге основан еще не был, и более того, носители этнонима Булгар в этот момент проживали в Азово-Черноморском регионе, еще не были разгромлены хазарским каганатом, не распались на части и не начали свое движение на запад и на северо-восток соответственно. То есть исторических оснований к тому, чтобы привязывать исламизацию Булгара к пророческому времени, нет. В
Второй постулат булгаристского мифа о том, что Булгар был первым и единственным центром исламизации региона, также не выдерживает исторической критики. Во-первых, сама по себе сфера влияния исторического Булгара, раннесредневекового Булгара, была достаточно сильно ограничена. Это была речная цивилизация, речная культура, которой прежде всего было важно контролировать Волжский и Волго-Камский речной торговый пути, а не исламизировать окружающее население. Вот это восприятие Булгара как центра исламизации, еще и единственного центра, оно очень и очень позднее. С другой стороны, такой регион, как историческая Башкирия, находится географически значительно ближе к ранним центрам исламизации, прежде всего в Средней Азии, то есть Башкирия была связана и в историческое время караванными, торговыми путями, маршрутами кочевок, культурными связями с Хорезмом, с Смоверан-Нахром и с другими регионами Средней Азии. И, соответственно, вот этот путь взаимодействия, который никогда не прерывался, он и был основным путем, по которым происходила исламизация такого крупного мусульманского региона, как Башкирия. Как справедливо замечает американский исследователь Ален Франк, самое важное в многочисленных и зачастую очень архаичных легендах об исламизации, записанных башкирами, это то, что город Булгар в них совсем не фигурирует, а исламизация приписывается миссионерам из Бухары, Багдада и Анатолии. Действительно, объекты сакральной географии Башкортостана, связанные с проповедью ислама, такие как Нарыстау, Ауштау, Мавзолей Хусейнбека и другие, никак не связаны с Булгаром. Почему же булгаризм получил распространение среди башкир? Распространение булгаризма среди башкир, по всей видимости, связано с тем, что предшествующая политическая идеология башкирского народа, чингизизм, зафиксированная как во множестве родословных, так и в крайне широко и влиятельно распространенном по региону памятнике в собрании исторических записей Дафтара Чингизнаме, к середине XVIII века перестал выполнять свою функцию интегрирующего политического мифа. И с крушением чингизизма после кровавого подавления восстания башкир 1735-40 годов возник некий идейный вакуум и возникла некая необходимость в том, чтобы осмыслить недавние события и в том, чтобы найти какую-то другую интегрирующую идею, которая позволила бы башкирам по-прежнему не только изображать и выражать собственную идентичность как перед собственным обществом, так и перед российскими властями, но и которая бы позволяла бы интегрировать в башкирское сообщество, объединять башкир и их мусульманских припущенников, которые массово переселялись как раз в XVIII веке на их земли. И такой идеей как раз и стал булгаризм. Башкирские восстания 17-го, первой половины XVIII века проходили под лозунгом реставрации династии чингизидов, взамен не оправдавших надежды башкир Романовых. В 1740 году последний хан Башкирии, потомок хана Кучума Султан Гирей по прозвищу Карасакал, потерпел поражение, а с ним потерпел поражение сам чингизизм, на смену которому пришел булгаризм в своей первоначальной протестной форме. Однако легализация ислама после башкирского восстания 1755 года привела к формированию второй, лоялистской версии булгаризма, которая также нашла сторонников среди башкир. Одним из крупнейших булгаристов был Таджаддин Якшигулов, ошибочно именуемый в литературе как Елчигулов, написавший в 1805 году сочинение «Тарих-нама и Булгар». Для Таджаддина ибн Ершикули Булгар был действительно историк географическим, религиозно-географическим ориентиром, наименованием, и Булгар для него Булгар был прежде всего связан именно с религиозной традицией, а не с этнической.
В центре внимания Тадж-ад-Дина находятся башкиры, и причем не просто башкиры, а северо-восточные башкиры, из которых происходил он сам. Как раз использованная им формула «булгарский иштяк» – это как раз обозначение одновременно региональной, религиозной и этнической идентичности, то есть по происхождению он башкир, территория его проживания и религиозная традиция, к которой он принадлежит, булгарская. Можно, пожалуй, описать это так. Причем, опять же, что касается использования термина «иштяк», то он встречается у Тадж-ад-Дина, и здесь мы, опять же, можем увидеть влияние его османского образования. Османы знали башкир как раз под названием «хашдаг», который используется путешественником Эвлия Челеби. А сам эпизод, где он представляется булгарским иштяком, вписан в контекст и в хронотоп путешествий из Османской империи обратно в Россию через Кубань, то есть он разговаривает с кубанским нагайцем. Нагаи тоже знали башкир под экзоэтнонимом иштяк. То есть здесь в самоопределении Тадж-ад-Дина как иштяка имеет значение его взгляд на себя извне с точки зрения южных соседей башкир и Османской империи. Другой башкирский булгарист Мухаммад Али Чукури был автором не только сочинения «Булгарские хроники», но и ряда произведений, посвященных истории башкирского клана Ирякте или Каратабын, в прошлом известного своей приверженностью Чингисхану и его потомкам. Таким образом, он был носителем двух нарративов – более раннего чингизизма и текущего булгаризма, который в условиях наступавшего модерна и секуляризма стал подвергаться деконструкции. Соответственно, Али Чукури пересказывает, буквально переписывает вот эту историю про исламизацию булгар сахабами, но также отмечает, что каких-либо рациональных оснований считать, что именно Булгар был тем местом, куда пришли сподвижники, нет. Он также отмечает очень бегло, что есть другие места, которые считаются могилами сподвижников. И отмечает, что многие его современники, люди ученые, знакомые с переложением записки Ибн Фадлана Якутом ар-Руми, заявляют, что исламизация Булгара произошла значительно позже. И хотя в конечном итоге тон сочинения Али Чукури примирительный, он заявляет, что мы не знаем, как точно было, может быть так, а может быть так, в целом он как раз закладывает основы для рациональной критики булгаристской концепции, булгаристской географии, шаг за шагом идущей ее деконструкции. Линию деконструкции булгаризма продолжил казанский историк и богослов Шихаб ад-Дин Марджани, который в своем труде «Мустафат аль-Ахбар», написанном в 1885 году, окончательно развенчал миф о сахабах и, соответственно, лишил булгаризм сакральной ауры. Мало того, он предложил казанским мусульманам, утратившим свой старый этноним чуваши, отныне именоваться татарами, то есть тем названием, каким их маркировал русский канцелярит и даже востоковедение, еще не научившиеся отличать обозначение исторических татаро-монголов Батыя от клише «татары», применявшегося почти ко всем тюркоязычным народам России. Однако башкирам незачем было переименовываться и тем самым отказываться от своего древнего этнонима башкорт. Поэтому религиозно дефинированное под знаком булгаризма мусульманское пространство распалось на два конкурирующих национальных проекта – татарский и башкирский. Однако только татаризм унаследовал мессианский заряд булгаризма. Собственно, географические рамки, сформированные Шихаб ад-Дином Марджани, Абдул-Каюмом Насыри, общности под названием татары, она, в принципе, совпадала по своим границам с той сакральной географией, которой оперировал составитель первых булгарских хроник. Соответственно, кроме того, XIX век, когда формировалась эта идеология, был эпохой, когда велась достаточно активно проповедь ислама
среди окружающих Казань народов Урала Поволжья действительно происходили массовые переходы в ислам финно-угорских народов, которые переходили на тюркские языки. И вот эта вот идея того, что Булгар распространяет ислам и знания, постепенно трансформировалась в то, что Казань и татары распространяют высокую культуру, не только, причем в среду окружающих народов, но по мере российского завоевания Центральной Азии это переросло также идеи культуртрегерства в Сибирь, в Казахстан и в Центральную Азию. То есть вот это, пожалуй, наиболее влиятельный, наиболее заметный элемент, унаследованный татаризмом от булгаризма, является вот этот экспансионистский и миссионерский заряд, что в любом случае общность эта имеет некий потенциал и должна развиваться вовне, она несет миссию распространения ислама, распространения знаний, распространения еще чего-то в среду окружающих народов. В постсоветский период возникло третье издание булгаризма, поднятое на щит Центральным духовным управлением мусульман России. Остатки 2-3 зданий золотоордынского города Булгар, не имевшие никакого отношения к древнему домонгольскому Булгару, обросли новоделами. Рядом была создана Исламская академия, а сам мемориальный комплекс стал позиционироваться как исторический духовный центр мусульман Урала, Поволжья и Сибири. Хотя это не более чем старый и уже неоднократно развенчанный миф. Каково содержание булгаристской мифологии в наше время? Современное содержание булгаристского мифа в определенной мере поменяло несколько свое наполнение с точки зрения фактов. То есть в рамках булгаристского мифа сподвижники пророка Мухаммада не упоминаются или упоминаются вскользь. Но сам этот миф по образцу празднования широкого тысячелетия крещения Руси еще в позднем Советском Союзе в 1988 году превратился в миф о тысячелетии, затем тысячестолетия принятия ислама народами внутренней России, народами Урала-Поволжья. То есть в рамках него сообщение Ибн Фадлана о том, что действительно Эльтибер Булгар, то есть правитель города или правитель клана скорее даже, или это прежде всего клановое объединение, Булгар Алмуш, действительно принял багдадское посольство, заявил о своем вассалитете по отношению к багдадскому халифу Аль-Муктадиру, и, соответственно, рассказ Ибн Фадлана о его путешествии стал основой вот этого нового булгаристского мифа. Причем сейчас этот миф обслуживает прежде всего идею того, что Центральное духовное управление мусульман России с центром в Уфе является исторически главным, основным центром мусульман Урала-Поволжья и несет вот эту традицию непрерывно на протяжении уже более чем 1000 лет, со времен халифа Аль-Муктадира и до наших дней. То есть он по-прежнему, булгаристский миф по-прежнему используется для формирования общей религиозной идентичности российских мусульман, прежде всего мусульман Урала-Поволжья, но на более рациональных основаниях и в рамках уже юрисдикции Центрального духовного управления мусульман. Булгаристский миф действительно был откликом на актуальные запросы общества в XVIII веке. Он достаточно хорошо соответствовал запросам общества в веке XIX. Затем, перестав отвечать потребностям уже модернизирующегося, более буржуазного общества, он отошел на второй план. Но сейчас, когда мы смотрим на булгаристский миф, это очень яркий пример изобретения и переизобретения традиции. Булгаристская традиция была изобретена в середине XVIII века, чтобы обосновать тогдашние социально-политические реалии и объяснить имеющееся положение дел. И она была переизобретена и переизобретается в настоящий момент. То есть мы видим, как один и тот же нарратив меняется
переосмысляется и вновь повторяется под уже другие социальные и политические запросы.